Уже за чашкой чая глава республики поговорил с гостями из Китая. Они также высоко оценили работу чеченских властей. Поэтому я бы сказал, что вы создали всему миру яркий образец и пример для борьбы с терроризмом. Только что я своему другу, товарищу Патрушев, сказал, что весь мир должен взять у вас примеры и учиться у вас. Поэтому я с большим удовольствием по вашему приглашению быть у вас в гостях. Спасибо, что приняли. На самом деле, действительно, борьба с терроризмом, терроризм мы выиграли в Чеченской Республике, и теперь единственное место, где абсолютно не беспокоиться, не бояться, так скажем, проявления терроризма на территории нашего региона. Это можно сказать, что Чеченская Республика. Мы можем принимать ваших специалистов, мы можем приехать к вам и можем читать лекции по поводу, как вести борьбу с терроризмом. Китайская судебная реформа ставит уйгурских юристов перед выбором: сохранить адвокатское достоинство и при этом потерять личную свободу, или нарушить профессиональную этику и поддержать подавление Китаем уйгурского народа, заявил в электронном послании представитель Конгресса Дилхат Рексит. Уже в интервью член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Мэн Цзянжу рассказал, что впечатлен увиденным. Удивительно гостеприимный народ и даже климат располагает к дальнейшему сотрудничеству. Мы будем учиться у вас, мы будем перенимать у вас опыт по борьбе с терроризмом. Мы будем учиться у вас, мы будем перенимать у вас опыт по борьбе с терроризмом. Семьям китайских юристов запретили ношение никаба и бороды. По сообщениям СМИ, все мусульмане-адвокаты китайского города Турфан должны поставить свою подпись под официальным обязательством, текст которого гласит следующее: юристы должны взять на себя гарантии того, что члены их семей и родственники не будут носить паранджу, никаб или участвовать в незаконной религиозной деятельности, и что молодые люди не станут отращивать длинные бороды. Чтобы Китай и Россия объединилась в борьбе с терроризмом. Китайское правительство запретило поститься мусульманам в месяц Рамадан. Студентам и государственным служащим, проживающим на мусульманском северо-востоке Китая, где Пекин усиливает меры безопасности после беспорядков, предписывается избегать участия в традиционном посте во время священного исламского месяца Рамадан. На веб-сайтах школ, правительственных учреждений и местных партийных организаций в районе Синьцзянь размещено заявление, в котором говорится, что запрет направлен на защиту благополучия школьников и предотвращение использования школ и правительственных учреждений для пропаганды религии. В объявлениях на веб-сайтах местных партийных организаций также говорится, что члены официально атеистической правящей партии также должны избегать поста. Цель указанных запретов – это предотвращение распространения ислама, чтобы в обществе отсутствовали хоть какие-то тенденции к размышлению об исламе, так как неверующие видят в этом угрозу своим устоям. Это напоминает то, как курайшиты сопротивлялись призыву посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но истина восторжествовала, поскольку ложь обречена на погибель. Так, по воле Аллаха, субханаху ва тааля, будет и в этот раз, но поистине неверующие не разумеют. Мы сегодня провели очень плодотворные переговоры с вашим президентом. Хотя это наша первая встреча, но у нас сложилось такое впечатление, как будто мы уже давно познакомы. Он мой хороший брат, хороший друг. Мы уже знакомы. Он мой хороший брат, хороший друг.